Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача «Утренняя. Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня вторник, 14 января. Мы надеемся, что вы вчера вовремя легли и выспались так же, как и мы. Друзья, хочется сразу напомнить вам о том, что компания НВК «Саха» готовит специальный проект, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Мы собираем письма с фронтов. Это те письма, которые писали вам деды, прадеды, родственники и, возможно, знакомые семьи. Пожалуйста, отправляйте копии ваших писем к нам на утро НВК-Саха@mail.ru, и вы увидите, что мы подготовим уже этой весной. Также хотим напомнить, что в прямом эфире вы можете передать привет, поздравления или просто что-нибудь, какую-то новость рассказать нам по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Итак, давайте посмотрим, какие же сегодня даты мы отмечаем. Помимо наступившего Старого Нового года. Да. 14 января 1700 года новатор Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. И после реформ с бритьем бород, которые считалось духовенством чуть ли не еретическими, ведь на иконах святых пишутся с бородами. Да, и в 1814 году в этот день в Петербурге открылась императорская публичная библиотека. По замыслу Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, отражать идеалы века просвещения. Действительно, тогда это был настоящий прорыв. И до сих пор фонд этой библиотеки действительно поражает. Только по количеству книг, изданных до 1917 года, библиотека обладает крупнейшим в мире фондом. Также сегодня, 14 января, в Индии проводится фестиваль бумажных змеек. На международный фестиваль бумажных змеек в Ахмедабад собираются профессионалы и любители, производители бумажных змеек и эксперты не только из Индии, но и практически со всех уголков мира. Многочисленные зрители наблюдают шоу не только со специально оборудованных площадок на земле, но и с крыш своих домов и ближайших зданий. Ох, да, сейчас бы в Индии оказаться в тепле и в красоте, но мы у нас в Якутии, у нас сегодня морозно. Да, кстати, давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 27, минус 36, днем минус 18, минус 36. Заречье минус 30, минус 34, днем минус 24, минус 35. Южные улусы минус 19, минус 24, днем минус 19, 23. Вилюйские улусы минус 17, минус 23, днем минус 19, минус 21. Нижнеленские улусы минус 25, минус 29, днем минус 26, минус 30. Западные улусы минус 23, минус 26, 19, минус 23, днем. Колыма-Индигирские улусы минус 25, минус 45, днем минус 25, минус 40. Янские улусы минус 32, минус 40, днем минус 29, минус 33. Северо-западные улусы минус 23, минус 29, днем минус 24, минус 29. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 31 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду, днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Милан рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ Рио, 2-й этаж. Что же такое волонтерство? Волонтерство – это вклад в развитие общества, вклад в культуру и в улучшение жизни отдельных граждан. Вообще, каждый волонтер ежедневно развивает в себе множество полезных качеств. Он оттачивает коммуникативные навыки, приобретает новые знания, умения, которые можно использовать не только при карьерном росте, но и в личной жизни. Важно понимать, что волонтером может стать любой человек, независимо от возраста, пола или рода занятий. В нашей деятельности очень помогают добровольцы. У нас при нашей организации работает молодежный клуб движения при поддержке окружной администрации города Якутска. И для наших подопечных волонтеры на добровольческой основе проводят занятия, мастер-классы, помогают при социализации наших ребят. В нашем клубе занимается молодежь с инвалидностью от 16 до 35 лет. У нас проходят разные занятия по направлениям, творческие мастер-классы, занятия по риторике, занятия со психологом, по спорту равных возможностей и различные мероприятия, направленные на социализацию наших ребят.
При наших занятиях наши подопечные раскрывают свои творческие потенциалы, изучают новое для себя и в будущем находят себя. И для этого волонтеры являются очень активной силой, которые помогают сдружиться и найти в жизни свою активную позицию. Чтобы стать волонтером нашей организации, достаточно прийти к нам, заявить о своем желании стать нашим волонтером. В нашей деятельности в основном нужна именно физическая сила волонтеров, чтобы помогать нашим ребятам передвигаться, посещать наши мероприятия. И также нам нужны волонтеры творческие, которые бы имели желание проводить творческие мастер-классы или просто прийти пообщаться с нашими ребятами. Мы сейчас в эфире. Тема нашего первого разговора – крещенские сочельники. У нас в гостях Екатерина Строгова, кандидат исторических наук, директор Музея истории города Якутска. Екатерина, доброе утро. Ну, Доброе вы такая утро. нарядная. Это русский костюм, чисто русский или какой Да, у вас? это чисто русский костюм, ну такая небольшая компиляция традиций Вологодской и Архангельской Как областей. здорово. Ну, Россия большая. Представляешь, сколько разных вариантов русских Ну, костюмов естественно. бывает? Да. Невероятное количество. Мгм. Итак, если вернуться к нашей главной теме, крещенский сочельник, расскажите поподробнее, что это за мероприятие. Ну, все люди очень хорошо знают о рождественском сочельнике, да, дне предшествующем Рождеству. И, ну, наверное, только люди верующие хорошо знают, что существует еще и крещенский сочельник, день, предшествующий крещению. Собственно говоря, это, наверное, главный день в праздновании самого явления крещения, такое явление чудесное, когда люди смогли увидеть сразу и Бога Сына, и Духа Святого, и услышать голос Бога Отца, то есть вот, и представление о Троице происходит с этого момента, да. Вот, крещенский сочельник, он как бы завершает собой святочные празднества, направлен на то, чтобы человек как-то вот пришел в себя, успокоился, очистил свою душу от всего того, что он в эти праздники натворил. Буквально так. Да. Вот. Слово «сочельник», вот все знают это слово, да, от чего оно происходит, слуху, знают да. на слуху, а от чего происходит, знают мало кто. А в эти дни, вот, предшествующие праздникам, и в крещенский сочельник особенно, принято было питаться только одним блюдом, Мгм. которое называлось сочево. Это именно 18-го, накануне, Именно да? 18-го, накануне. Один раз, один день. Один день, да, это такой вот один день очень строгого поста, Мгм. в который вот принято кушать только сочево. Или Это не кушать вообще, наверное. Или не кушать вообще. Водичку пить можно, там, чай, например. Вот. Но сочево вещь достаточно питательная. Это каша из Мгм. пшеничной крупы или пшена с медом и сухофруктами. Ну, на самом деле, почти, мне изюм, кажется, например. лакомство, да? Да, в Сладкое. общем-то, по большому счету, это действительно очень вкусно и очень питательно, и пропитаться этим один день Легко. совершенно не проблема и даже приятно. Ну вот почему именно из сочего так вот выбрали именно вот злаковое? Ну, потому что все-таки хлеб для славян, вообще для всех славян, это главное в жизни. Мгм. Да, если, допустим, русскоустинцы едой называют рыбу, то вот славяне, живущие западнее, они едой могут с полным правом назвать хлеб. Всему голова. Да, он всему голова, всему начало и всему конец. Ну, все же знают, что помимо вот сочельника, помимо каких-то ограничений, успокоения, принятия, там, скажем, да, все ждут крещения за святую воду.
Есть такой, наверное, современный уже миф. Огромные Да, очереди. в эту ночь или в этот день открываешь кран, и вся вода идеальная, да? Вот бери, вот она вся священная. Правда или нет? Или Нет. только вот на проруби? Нет, это неправда. Это такой как бы предрассудок. Вот служители церкви, они стараются как бы разубедить людей в этом, но вера в это сохраняется. На самом деле святая вода, она только та, над которой был произведен чин водоосвящения, то, что можно взять в церкви или вот в На крещенской проруби после И освящения. эта вода действительно не портится. Реально не портится. Хорошо, такой вопрос, да? Вы верующие? Вот 100% верующие? Или вот у меня вода не портится, я теперь... Вот оно Нет, доказательство. ну, как бы то, что Бог есть, сомневаться вообще, по крайней мере, мне Причины нет. да. большой грех, потому что Он никогда не оставляет меня и помогает в каких-то ситуациях, когда я понимаю, что вот то, что случилось, это мог сделать только Он. Ну да. Были в моей жизни такие вот события, и поэтому, конечно, Поэтому в освященную специальным чином воду вы действительно верите. Правда, что воду освящают не один раз, а даже дважды? С чем Да. это связано? Воду освящают 2 раза. Один раз как раз в крещенский сочельник, второй раз, собственно, в сам день крещения. Вот эта вода абсолютно одинаковая, потому что некоторые вот люди А почему думают, тогда дважды? ну, просто потому, что освященную воду нужно брать в храме, а там ресурс не бесконечен. Просто заканчивается. да? Просто заканчивается, и для того, чтобы большинство людей смогли бы, ну, желающих, смогли бы запастись святой водой, вот для удобства людей это придумано. Ну, Ну вот И еще вопрос, да, по поводу традиции купания в проруби. Особо Расскажите. смелые даже у нас в Якутии Да. активно Да, купаются. это вообще меня восхищают эти люди, которые вот набираются храбрости у нас в нашу погоду, в наши морозы еще и нырять в прорубь. Откуда эта традиция вообще? Традиция эта пошла с самого крещения Иисуса Христа, потому что его, так сказать, родственник Иоанн Предтеча, он еще до рождения Христа крестил людей в водах реки Иордан. И люди приходили туда, он их крестил, и Христос пришел так же, как простой человек, вместе с ними. Мгм. И вот его обретение его божественной сущности, оно произошло во время крещения. Этот праздник по-церковному называется еще Богоявление. Ну вот у нас, допустим, скорее всего, большая разница с рекой Иордан, да? В температуре так градусов Да, уж, 20. именно. И все-таки традиции не нарушаются никак. Но это, во-первых, очень интересная традиция. Во-вторых, это традиция не повсеместная даже в России. Мгм. То есть не во всех регионах России традиционно вот, купание в То есть, ну, проруби. если я как бы беспокоюсь за здоровье и не пойду окунаться, наверное, это не так страшно, да? Это совсем ничего страшного в этом не будет. Более Вот, чем надо готовиться заранее. Ну, вообще, конечно, желательно, допустим, моржам, им проще всего, конечно. На самом деле надо серьезно подумать о своем здоровье, потому что погружение в ледяную воду – это серьезный стресс для организма. И человек, например, ну, не знаю, с болезнями там, сердечно-сосудистой системы, например, да, он может просто Стоит не просто вынырнуть. поберечься. Ну и да, и, наверное, Вот. последний вопрос к концу нашей беседы. И все-таки крещенские гадания можно или нельзя? Церковь осуждает крещенские гадания как пережиток язычества, как попытку заглянуть туда, куда заглядывать нельзя. Неисповедимы пути Господни, не наше дело вроде как соваться в его дела, но согласитесь, чисто по-человечески Интересно. всегда интересно, да, и Любопытно, да. всегда хочется узнать, что будет впереди, и хочется каких-то гарантий, хотя Ну бы да, вот хотя бы направление, да, хотя такое. бы направление, хотя бы на год, вот, Ну, все эти какой-то уверенность перечни гаданий небольшой. можно посмотреть даже в интернете. Да, перечней гаданий очень много, невероятное совершенно количество. Это очень интересный процесс. Но вот, наверное, самое редкое сейчас гадание – это подблюдные песни, о которых писали наши великие поэты. Но, к сожалению, сейчас этот способ гадания, он практически Потому что мы забыт. забываем эти песни просто.
Да, Ну, я наверное. думаю, что если наши телезрители действительно заинтересуются, они смогут посмотреть, поискать в интернете Да. или Конечно. каких-то энциклопедиях. Спасибо большое, что вы пришли, очень сильно украсили нас с утра. Да, и вот хочется все-таки погадать, тряхнуть стариной. Погадайте, потому что после крещения гадать будет уже Уже нельзя. вообще нельзя. Спасибо. Хорошо, друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. И действительно, как некоторые люди увлекаются традициями, культурой, гаданиями, а другие увлекаются творчеством. Наш следующий герой – художник, и его творчество идет из самой души. Не рисовать он не может. Когда ему было 5 лет, он сказал маме, что будет художником, и с тех пор ни на день не изменил своей мечте. Сегодня художник-живописец Василий Кравчук – один из ярчайших в буквальном смысле представителей профессии. Я люблю все яркое, цветное, огненное. Повлияла сама Украина, там небо совсем другое, чем вот на Дальнем Востоке. Вот. Потом Приморье, в Приморье учился в Владивостоке, там тоже какой-то климат другой, и все, в общем, природа другая. Потом приехал сюда, здесь спокойный. И заметно было, вот местные художники как-то спокойно пишут. Наверное, потому-то и узнают. В его арсенале разные жанры – портреты, пейзажи, натюрморты, тематические картины. Больше всего художник признается, что любит работать с натурой, потому среди его работ немало портретов близких ему людей. Кого-нибудь увидел, понравился человек, да, своим характером, там, каким-то вот, добротой, там, ну, что, и задумаешься его написать, например, напишешь. Пейзажи понравятся тоже. Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в живописи. Мастер-классы любит проводить и Василий Петрович. Но говорит, раз душа просит творчества, нельзя ограничиваться лишь одним занятием. Мастерство приходит с практикой. Если художник понял, что он уже окончательно стал художником, и у него все получается, как у сумасшедшего Сальвадора Дали, тогда он погиб, я считаю. Потому что художник должен к чему-то учиться, стремиться, даже у молодых, даже вот кто приходит в студию, да, иногда они так в цвете возьмут или так нарисуют, что наивно, так примитивно, что сам кое-чему учишься у них. Сегодня Василий Кравчук продолжает творить, искать, пробовать. Ведь, как признается сам художник, самая главная картина еще впереди. Мария Павлова, Александр Жуков. Новый день. Якутск. К нам пришло одно сообщение, точнее вопрос. Добрый день, на каком браузере НВК сейчас показывают? Хочется смотреть новый день. Мы считаем, что не зависит от браузера. Это, скорее всего, должен быть онлайн-сайт, например, как онлайн НВК Саха. Итак, далее. В Якутске открылась первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека. Так какая же она? Чем отличается от обычной нам привычной библиотеки? Узнаем подробнее у замечательных юных корреспондентов Устиньи и Руслана. В Якутске свои двери для посетителей открыла первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека. Так какие же она имеет отличия от обычной, привычной для нас? Главное отличие смарт-библиотеки заключается в новом формате, который включает в себя основные функции с внедрением инновационных технологий. Фонд библиотеки составляет около 5000 книг. Если говорить про особенность нашей библиотеки, да, она необычная. В отличие от других библиотек, у нас вот, пожалуйста, как мы посмотрим налево, то у нас вот сразу стоит умная технология, да, смарт-технология, станция самообслуживания. Вместо формуляра у наших читателей имеется вот только один пластиковый билет, на котором уже записаны все его данные. У нас помимо библиотечной работы ведутся образовательные курсы, различные мастер-классы и лекции. С целью образования, то есть мы, получается, учим чему-то их новому, мы не останавливаемся на одной цели, мы развиваемся как и профессионально, так и личностно. Основная аудитория у нас это дети и молодежь.
Библиотека нового формата включает в себя не только свои основные функции с использованием инновационных технологий, а также является большой площадкой для творчества. Здесь можно выступить с театральной постановкой, провести конференцию и мастер-класс. Обслуживание построено на технологии RFID, которая помогает с помощью чипирования читательских билетов без помощи сотрудника записать или же вернуть книгу через специальный терминал. А также с помощью технологий дополненной реальности вы можете посетить любой музей, который только захотите. Для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения установлены пандусы и подъемники. Юные читатели в свободное от чтения время могут провести в игровой комнате. Но и не убегая далеко от традиций, в читальном зале все еще должна быть полная тишина. Все эти нововведения помогают библиотеке нового формата привлечь новую аудиторию читателей и слушателей. А также не отставать от мира и идти в ногу со временем. Вы кашляете? Просто нет. Вот такие замечательные наши новые юные корреспонденты. Мы будем следить за их успехами. Надеюсь, они нас скоро порадуют новыми сюжетами. Друзья, ну а я вам предлагаю ценить ваши школьные знания. Ну-ка вспомните, кто основал Москву или какая планета является самой большой в Солнечной системе. В нашем следующем сюжете жители города Якутска отвечали на эти и другие вопросы. Рубрика «Школьная». Давайте посмотрим. Сколько будет 3 плюс 3 умноженное на 3? 18. 18. 18. 12. 12. 12. 12. 19. 12. 12. Самая большая планета Солнечной системы. Юпитер, Сатурн или Нептун? Сатурн, наверное. Нептун, наверное. Сатурн. Юпитер? По-моему, Юпитер. 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 Юпитер? Первый химический элемент в периодической системе Менделеева. Гелий, водород или магний? Гелий. Гелий. Магний. Водород. 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 Единица измерения силы тока. Ампер, вольт или ватт? Вольт. 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 Ампер. 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 Кто основал столицу нашей страны Москву? Князь Владимир. Петр Первый, наверное. Лужков, наверное. Не знаю. Давай, Петр Первый. Ну, он сказал. Москву же Петр И так ответ. Петр Первый. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий. Сколько океанов на нашей планете? Ну, их много. Не знаю, 18, может. 4. 3 или 4? 3. 4. Океанов 4. Нет. 3. 5. 5. 5. Ну что ж, Москву, конечно же, основал Юрий Долгорукий, а самая большая планета – это Юпитер. Да, действительно, это так. Можно ориентироваться так. Первые вопросы, ответы – это, конечно же, неправильные, а конечные, конечно же, правильные. Действительно. И тема нашего следующего разговора открылся фронт-офис «Моя работа». И у нас в гостях Гавриил Харлампев, заместитель председателя Государственного комитета по занятости Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Гавриил, доброе утро. Ну что за такие нововведения? А как же старая биржа труда? Что произошло? Ну как что произошло? Все-таки время идет, течет. И в прошлом году было принято распоряжение правительства о реорганизации нашего центра занятости города Якутска. А реорганизовали мы полностью по всей республике, создали единое государственное учреждение с филиальной сетью. Ну и, конечно же, чтобы для наших клиентов, это в первую очередь наши граждане, которые ищут работу, было удобнее, мы открыли в этом году с первых дней новый фронт-офис вместо старой биржи труда. Да, начинается с этого года работа? Да, начиная с этого года. И, соответственно, конечно же, те услуги, которые раньше предоставлялись, они будут более качественные и адресно осуществляться. За счет того, что мы централизовали бухгалтерию, кадры, службы, то мы увеличили инспекторский состав. То есть для наших клиентов, скажем так, увеличили количество принимающей стороны и, соответственно, постараемся сократить время ожидания в очередях.
внедрили электронную очередь, и в этом году у нас стоит задача также те услуги, которые непосредственно на месте предоставляются, их перевести на электронный вид услуг, чтобы людям было еще удобнее. Мгм. В чем заключается Да, модернизация? для обычного, скажем так, ну, Да. клиента обзовем, да, ну, человека. Ну вот, как я сказал, в первую очередь, это вот, удобство. Мгм. Раньше, к сожалению, центр занятости города Якутска располагался в неподготовленном помещении, были ряд неудобств. И такая система была, что принимал один инспектор, потом направлял второму, третьему, и человек бегал от каждого инспектора по несколько раз. Сейчас у Ну, нас... этот процесс был достаточно долгий. Да, долгий, и, скажем так, того результата, который мы ожидали, оно было очень низким. Мгм. На сегодня у нас инспектор, который принимает этого гражданина впервые, то он непосредственно отвечает, Ведет его ведет потом. его и непосредственно отвечает за его трудоустройство. Мгм. Поэтому считаем, что это тоже удобно. Ну и сам офис, он достаточно удобный, есть зал ожидания, скажем так. Адрес не Даже поменялся? детская игровая, адрес немножко поменялся, но не так далеко. Поэтому, наверное, надеюсь, наши граждане В центре, сразу привыкнут, да, в центре, чтобы было тоже удобно. Ну и, конечно же, те подходы, которые были, мы их более адресно и качественно будем привлекать. Гаврил, смотрите, раньше, очень давно, когда я сама еще только первый раз трудоустраивалась, регламент работы был такой. Приходишь, подаешь заявку, тебе дают 3 или 5 вариантов трудоустройства. Если ты не трудоустроился, не подошел работодателю по каким-то параметрам, то уж, как говорится, извините, мы вас больше не ведем и пособие вам не платим. Сейчас как дела обстоят? Ну, этот федеральный регламент, в принципе, особо не поменялся, но вот непосредственно сам подход работы мы меняем. Да? Во-первых, для молодежи, для выпускников у нас отдельно есть молодежная биржа труда, там же она располагается, и именно вот эти инспектора заточены на те вакансии, которые подходят для молодых людей, где не требуется, скажем так, опыта работы, где подходят как раз-таки выпускники. Мы вот эти вакансии отделяем от общего потока, и, соответственно, с работодателем работаем именно с этой молодежью. И, в принципе, здесь есть Шансов больше. шансов больше. И, конечно же, сейчас вот, если, скажем так, по одной профессии подходит несколько человек, то раньше инспектора всех направляли к этому работодателю, и работодатель сидит только кадровик, и к нему 5 человек подходит с биржи труда, Разом. и он не С знает, что с одними. ними делать, да? И то сейчас у нас стоит задача именно предварительного отбора, который наиболее подходит под требования работодателя, и его непосредственно направить, чтобы и работодателю было проще. Такие подходы мы будем То есть применять. более детально, более тщательно прорабатывают, скажем так, запросы и варианты. Чтобы как бы, человека да? не гонять каждый раз. Ну и работодатель видел, что качественный отбор какой-то хоть предварительный. чтобы Хорошо. проводить. Ну а кто к вам может обратиться? Только жители города Якутска или жители всей республики, приезжие из других регионов? Кого ждете? Ну, ждем всех. Единственный вопрос в части того, что какие услуги получат те или иные граждане. Если житель города Якутска, то он полный пакет наших 17 услуг, которые на сегодня осуществляются, они получат и в том числе постановку на счет как безработного с получением пособий. А на сегодня пока граждане республики из других улусов, они могут подойти, им ряд услуг предоставить, но пособия они получать не смогут, потому что на сегодня у нас они получают по месту жительства в районах. Но опять-таки над этим мы работаем. У нас на сегодня техническая база такая, что инспектора у нас в городе Якутске видят всю базу республики. Она единая у нас, и в принципе у нас в перспективе стоит задача, что можно и здесь вставать на учет и, соответственно, получать пособие. Над этим работаем, думаем, эту систему внедрим. А те, которые приходят из других регионов, то, в принципе, консультацию тоже могут получить. У нас есть, скажем, там есть точка, зона, в которой они могут подойти самостоятельно, поискать вакансии или рабочие места, которые есть у нас по всей республике. Ну, то есть как кадровое агентство, И по получается. какому адресу вы находитесь? Да. На сегодня мы находимся по адресу Петра Алексея, 19/3. Вот Сайт, телефон. Сайт у нас zansaha.ru, а телефон, к сожалению, сейчас с собой не взял. Ну, можно зайти на сайт и Да. посмотреть. Большое спасибо, Гаврил. Я надеюсь, что у вас будут очень успешно дела идти. Спасибо. И мы переходим на перерыв, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Друзья, сегодня 14 января, вторник. Вы смотрите канал НВК Саха, и с вами программа «Новый день». И к нам пришло одно сообщение, совершенно замечательное. Уважаемые наши любимые работники НВК Саха, программа «Новый день». Отличного рабочего дня. Спасибо большое. И вам также. Ой, спасибо вам за пожелания. Но я думаю, Максим, сейчас самое время узнать, какие новости Да. у нас на сегодняшний день.
Давайте узнаем. Здравствуйте. В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для больных детей. Речь идет о 8 незарегистрированных в России препаратах, таких как фризиум, клобазам. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Глава Кабмина напомнил, что подобные меры принимались в 2019 году для закупки психотропных средств, которые у нас в стране не выпускаются. Медведев также обратил внимание, что с 1 марта вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, на основании которых врачи на регулярной основе смогут без проблем назначать пациентам, в том числе несовершеннолетним, наркотические психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы и не производятся в России. Семьям, купившим жилье по ипотеке и с использованием материнского капитала, будет проще перекредитоваться по более низкой ставке. Такая возможность заложена в законопроекте, который внесла в Государственную Думу заместитель председателя Нижней палаты парламента Ирина Яровая. Банки снижают ставки по ипотеке. Сейчас они варьируются от 9,5 до 7,3%. Реализуются программы семейной ипотеки под 6% и дальневосточной под 2%. И граждане активно рефинансируют кредиты, полученные ранее по более высоким ставкам. Ставки будут падать и дальше. Рефинансирование будет востребовано большим числом семей. Однако и у банков, и у граждан возникают сложности с оформлением залога для нового кредитора, пояснила Ирина Яровая. В России могут появиться города трудовой доблести. Законопроект об увековечении подвига и памяти тружеников тыла Госдума планирует рассмотреть в четверг на пленарном заседании. Инициатива была разработана Владимиром Путиным к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Так, званием «Город трудовой доблести» предлагается удостоить те города, которые внесли особый вклад в Великую Победу, а также обеспечили бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции на предприятиях. Еще одним основанием для присуждения почетного звания может стать награждение предприятий, которые располагались в городе в 1941-1945 годах. Отмечается, что в таких городах будет установлена стела с изображением герба города. На животноводство и растениеводство предлагается выдавать единый патент. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал такой законопроект ко второму чтению. Документ предусматривает объединение видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения «Единый патент». При этом должен учитываться единый потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателям годовой доход. По мнению депутатов, это повысит привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях и сделает ее более гибкой и доступной. Мы – будущее России. В регионе продолжается обсуждение новой концепции, которую создают в соответствии с указом главы Якутии Айсена Николаева. Документ нацелен на воспитание гражданина. Накануне в точке кипения собрались представители министерства и общественность. Как отмечают участники дискуссии, новая концепция должна поспособствовать увеличению общей образованности молодежи, доли молодых специалистов, получивших высшее образование в других регионах и вернувшихся на родину. Реализация идеи позволит сформировать цифровой образовательный профиль и персональную траекторию развития. Для этого в сельской местности и малых городах будут созданы 250 образовательно-развивающих площадок цифрового и естественно-научного и гуманитарного профиля. Сейчас проект находится на стадии активного обсуждения. Концепция должна привнести что-то новое в патриотическое воспитание, духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Это должно быть что-то уникальное, связанное и с нашими особенностями, национальными особенностями, региональными особенностями, да? Но в то же время она должна быть такой общей для всей России. Региональная эстафета «Знамя Победы» продолжается. Символ 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был передан и от Устьянского района Булунскому. Напомним, акция стартовала 10 мая прошлого года. Точная копия флага, водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом, побывает в каждом поселении Якутии. Цель акции – патриотическое воспитание молодежи, а также сохранение памяти о великом подвиге советского народа.
Спасибо нашим коллегам из информационной службы. Ну, а мы переходим к интересной теме. У нас сегодня расскажут, что же такое финансовая грамотность. На самом деле, оказывается, многие люди даже не имеют точного представления, что же такое деньги. Об этом мы сегодня поговорим с Ритой Якушевой, руководитель Центра финансовой грамотности Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Во-первых, доброе утро. Доброе утро, Рита. да. Что действительно все так плохо с финансовой грамотностью? Ну, я бы не сказала, что все так плохо, да, но финансовая грамотность, она очень важна, потому что она вокруг нас везде, сплошь и рядом. Мы об этом постоянно говорим, чтобы люди понимали свою, ну, как бы относились ответственно к своим деньгам, да, относились ответственно к своей жизни в целом, чтобы они старались как-то, повышая свою финансовую грамотность, тем самым повышали свое качество жизни. Вот. И поэтому сегодня я бы хотела отметить семейную финансовую грамотность. Да, это очень важно, потому что финансовая грамотность начинается с семьи. И там все целевые аудитории, все задействованы, начиная там от детей, потом идут мама, папа, бабушка, дедушка, есть даже прабабушки и прадедушки у многих. И все они получают зарплату, детское пособие, бабушки получают пенсию и так далее. И все И вот у это всех вот есть траты. Да, и у всех есть траты. И у всех есть семейный бюджет. Но кто-то этот семейный бюджет ведет, а кто-то семейный бюджет не ведет. Да. Рита, ну это как раз тот вопрос, когда вроде хорошо зарабатывающие люди ходят в кредитах, а скромно зарабатывающие могут себе позволить и отпуска и так далее, да? Вот, да, и в этом тоже есть определенный момент, потому что те, кто скромно зарабатывают, они знают, что мы сегодня посидим на каше, но завтра мы съездим, отдохнем. Да. То есть они себя могут в чем-то ограничить. А люди, которые привыкли зарабатывать, ну, чаще всего, я не скажу, что все прямо, да, но чаще всего сталкиваемся с тем, что чем больше доход, тем больше потребностей. То есть это все растет. Растет доход, растут траты. Это закономерность. И, к сожалению, человек не задумывается о том, что у него этот доход когда-то закончится, что этот поток, он просто может либо прекратиться совсем, либо может уменьшиться. И, соответственно, не создает себе подушку безопасности тоже, да. Не сокращает свои расходы, не распределяет свои деньги. То есть бюджет же можно распределить, можно сделать накопительную часть бюджета, да, то есть вложить ее в какой-то Ну, все инструмент. по-разному. Кто-то тратит только одну зарплату, а одну откладывает. Кто-то по принципу формула 30-30-30 действует, да? Ну, вот, да, семейные бюджеты, они есть разные, получается, ну, 3 вида, да, это совместный, раздельный и третий вид, получается, он смешанный. Вот. Ну, важнее всего, наверное, совместный. Я так думаю. Совместный, он как бы, да, но тут, получается, тогда у вас не остается лишних денег. Понимаете? Вы весь свой доход обязаны передавать жене. Или кому-то там, да, или своей маме, которая будет распоряжаться этими деньгами, понимаете? Вот там главный в семье, да, кто у нас президент в семье. И тут может возникнуть семейный лучше, или это зависит от характера человека? Лучше я бы рекомендовала всем смешанный бюджет, потому что, во-первых, у вас останутся личные деньги, да, это 10% от дохода, как бы, Да, на личные 10%. нужды, это как закон должен быть, потому что человек должен на себя тратить, он должен свои потребности элементарно удовлетворять. себя порадовать, да и подарок купить на что-то. Я же не буду у мужа просить деньги, выдай мне из бюджета на тебе Конечно, и подарок. тогда не будет конфликтов, да, конфликтов в семье можно будет избежать, если у каждого будут свои средства на себя любимого, как говорится, да, у мужа на машину, у жены Ну, а как 10%. правильно составлять тогда финансовый, вот этот семейный финансовый Вообще бюджет? вот сейчас как раз начало года, можно сесть всей семьей, За стол переговоров. накрыть стол, взять листочек бумаги, либо блокнот и расписать все свои доходы в одну строчку, да, все свои расходы в другую строчку, наметить цели на год. Можете наметить цели на 10 лет, как хотите. Машина, Отметьте. образование, отпуск, да? Первое, надо отметить дни рождения. Кстати, Первое, да, вы отмечаете дни рождения своих детей. По мере своих, важности, получается. По мере важности. Самое важное — день рождения, правильно? Вот. И подарки, и стол, конечно, и от большие этого вы траты. идете. То есть у вас уже получится такой календарь, по которому вы пойдете, допустим,
ближайшее в марте, вы к марту начинаете готовиться. Что мы ко дню рождения ребеночка мы откладываем там по 1000 рублей. И у нас получится нормальный такой подарок. И мы не будем там бегать, занимать деньги или брать кредит, там, чтобы купить Не дай ему там бог, да. какую-то игрушку. Ну Потому вот, что мы Женя, как просто раз-таки у забудем. тебя, да, допустим, Ну, январь. я-то так обычно и готовлюсь, как бы, да? У меня обычно январь Значит, вы затраты. финансовая грамотность уже вот у вас она есть. Ну а как быть бабушкам, дедушкам? Они привыкли и, как говорится, и в носках хранить денежки, и картам не доверяют, и вообще. К сожалению, так, но сейчас лучше, конечно, все это доверять финансовым институтам, это банки, да, потому что они, во-первых, защищены законодательно, и деньги, размещенные там, они застрахованы. То есть до 1,5 миллиона, ну, 1 400 000 сумма, да, которая возвращается по вкладам, гарантированная сумма возврата агентством по страхованию вкладов, она составляет такую сумму. То есть в пределах 1 400 000 спокойно можно размещать там. И пенсионерам, любым, кто не тратит свои деньги, допустим, да, они живут за счет, ну, дети, может, содержат, может, еще что-то, да, то есть у них есть возможность накопления, то есть они могут не бояться размещать во вклады. То есть, если что, государство компенсирует. Да. И есть накопительные страховые программы, то есть инструментов множество. Просто ими нужно правильно, грамотно пользоваться. Рита, и вот пользоваться и знать вы как раз-таки учите, да, своих слушателей? И где же к вам Как к вам обратиться? попасть? Может быть, у вас очередь большая за этими знаниями? Ну, вообще у нас есть, мы создали центр в октябре. 3 октября мы создались на базе Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Это Кирова, 18. Получается, мы находимся там. У нас есть свои аккаунты в Инстаграм, может записываться в директ. Мы всегда заранее размещаем анонсы наших лекций. Вот. Ну что ж, я думаю, Да. есть смысл начать Новый год с новых знаний. Спасибо вам, что пришли к нам. Спасибо огромное. Друзья, но вы не переключайтесь, мы прерываемся на небольшую паузу, чуть позже продолжим. Спасибо. Друзья, вы смотрите НВК Саха, с вами программа «Новый день». Сегодня вторник, 14 января. Итак, мы хотели бы напомнить вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра минус 27, минус 36, днем минус 18, минус 36, Заречье минус 30, минус 34, днем 24, минус 35, Южные Улусы минус 19, минус 24, днем минус 19, минус 23, Вилюйские Улусы минус 17, минус 23, минус 19, минус 21 днем. Нижнеленские Улусы минус 25, минус 29, днем минус 26, минус 30, Западные Улусы минус 23, минус 26, днем минус 19, минус 23. Колымо-Индигирские Улусы минус 25, минус 45, днем минус 25, минус 40, Янские Улусы минус 32, минус 40, днем минус 29, минус 33. Северо-западные Улусы минус 23, минус 29, днем минус 24, минус 29. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 31 градус, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду, днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Ну, на самом деле, погода продолжает нас баловать. Пока еще январские морозы не наступили. Друзья, но если вы уже вошли в рабочий режим, наверняка вы уже вовсю либо трудитесь, либо находитесь в поиске работы. Давайте посмотрим нашу постоянную рубрику, узнаем, какие же вакансии актуальные есть на сегодняшний день. Итак, требуется продавец непродовольственных товаров в ООО «Галард». Требования: образование среднее, специальная, грамотная речь, умение общаться, зарплата 30 тысяч. Требуется вальщик леса. Требования: без особых требований к образованию и стажа работы, но главное, без вредных привычек. Зарплата 40 тысяч рублей.
Требуется помощник капитана, первый помощник механика, мастер пути обстановочного теплохода в ФБО администрации Ленинского бассейна. Требования: специальность эксплуатации внутреннего водного транспорта или судовождение с правом эксплуатации судовых энергетических установок, медицинский допуск к навигации, наличие действующих рабочих дипломов, без вредных привычек, прием по результатам рассмотрения документов. Зарплата 58 тысяч. Хорошие вакансии, хорошие зарплаты. Как вы знаете, да, мы распространяли такие харсхалы, с помощью которых вы могли выиграть просто замечательные призы. Давайте посмотрим. НВК «Саха» вручили призы. На днях состоялось вручение призов новогодней акции по купонам и берегам «Харсхал», которую организовала национальная вещательная компания «Саха». Ключи от автомашин Hyundai Solaris получили учитель из Усть-Алданского района Макар Крылов и таксист из Амгинского района Иван Бураев. Они купили по 6 магнитов, тем самым увеличив шансы на удачу. Иван Бураев проработал водителем свыше 20 лет. Новенькую машину он подарил своей жене в честь юбилея. А Макар Крылов отметил, что после семейного совета решат, кто будет хозяином выигрыша. Среди ценных призов также были разыграны трактор, мотоциклы и смартфоны. Всего по купонам и берегам Харсхал было разыграно 100 призов. Как хорошо Новый год начинать с хороших новостей. Да, и тема последнего разговора – всероссийский турнир по хоккею, где наши дети взяли бронзу. Доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях Денис Чудинов, тренер команды, и Артем Диденко. Доброе утро. Как настроение? Хорошо. Ну и так, расскажите, что за турнир, как посетили, как выступили? Когда прошел, где прошел и, собственно, прекрасные результаты у нашей команды. Турнир прошел у нас в городе Старый Оскол с 4 по 8 января. Вот, мы сыграли там 7 игр, одержали 5 побед, 2 поражения. Вот, заняли, я думаю, заслуженное 3-е место. Игры были очень тяжелые, но ребята проявили характер, за что им большое спасибо. И расскажите, сколько лет детям? Да, вот сидит у нас участник, серьезный. Сколько тебе еще лет? и с кубком. 8. 8. Сколько ты уже тренируешься? Я не помню, с самого раннего детства, да? 4 года. 4 года. 4 года. Вообще сколько... Половину жизни, понимаешь? Да. Половину жизни он отдал хоккею, спорту. Сколько, вернее, со скольки стоит начать заниматься детям, действительно? И есть ли такая возможность, что к 8 годам ребенок скажет: нет, хоккей это не мое? Ну, мы производим набор с 4 лет. Угу. Вот, обязательное условие – это противопоказания по здоровью, то, что можно заниматься физкультурой обязательно, страховка от несчастных случаев, ну и там перечень документов, чтобы мы имели информацию о ребенке, то есть составляем полностью данные, все подбираем. Вот. Но к 8 годам, я думаю, что вряд ли, просто у нас есть родители, которые чересчур напор очень сильно оказывает на ребенка, он там, может, к 10-11 годам скажет, да. Устать, да? Да, проявится свое мнение. Просто если брать, допустим, Канаду или Америку, да, они начинают там с 8 лет заниматься. Чуть позже, да? Да. Ну, а в Старый Оскол сколько ребятишек ездило, как у них был настрой, как они справлялись с этими тяжелыми соревнованиями? Ну, вообще у нас сборная команда, то есть у нас 11 человек поехало с города Якутска, это команда «Полярные волки», и 6 человек с Нерингри, поселок Серебряный Бор, это команда «Энергия». То есть мы ездим уже 3-й выезд, даже нет, 4-й выезд это у нас сборная команда, и все 4 выезда у нас мы привозим призовые места, то есть без кубка. Результативные, да, Да, поездки? без кубка мы еще ни разу не вернулись, хотя этот выезд был под таким большим вопросом, то есть перед последним днем мы потеряли шансы на медали, но наступил новый день, и пришли новости, что команду с поселка Чернянка, команда «Айсберг», их снимают за поставного игрока. Соответственно, в последний день у нас появились шансы на медали, если бы мы обыграли Тамбов, Минчуринск. И нам это удалось в тяжелейшем матче. Страсти кипят, да? Вообще тяжелейший матч, то есть 1-3 мы даже проигрывали, то есть там ребят как мог собирал, там у нас Александр Сергеевич тоже помогает очень сильно, и
нам удалось выиграть 5-3. То есть это вообще эмоции зашкаливают. Да. Отовсюду просто. Если я могу себе представить, как собираются взрослые люди, взрослые мужчины и женщины, я должен, я могу, то как Да, а как заставить собрать, да? детей вот Сборную. собрать, ладно, собрать перед матчем, когда все так сложно? Ну, как вам сказать? Это похоже на войну. Мы собираемся как будто идти на войну, потому что все силы, все эмоции нужно отдавать в каждой смене, в каждом эпизоде. То есть мы как можем, там порой нецензурная речь идет в ход, ну, потому что это очень эмоционально, очень тяжело. После игр дети физически уставшие, а тренера морально вымотаны, то есть нет сил даже куда-то идти, потому что, ну, все отдаешь. Полежать, прийти в себя. Артем, ты сильно волнуешься перед играми? Да. Как ты себя Ну, настраиваешь? судя О по чем Артему, думаешь? он вообще невозмутимый человек. Ну, видно, что Артем нордического типа, Да. нордического склада. Ну, как ты себя настраиваешь вот на игру, чтобы все прошло хорошо у тебя, чтобы выложиться на 100%? О чем ты думаешь перед игрой? Представляешь себе победу? Да. Ну, вот такой вот сдержанный у нас Артем. Сейчас вот мы смотрим как раз фотографии на экране, да? И как попасть вот в сборную? Как вы отбираете детей? Вообще у нас есть нормативы, да, которые дети сдают. Но прежде всего у нас перед нашим выездом было буквально целых 3 подряд турнира, на которых мы смотрели детей, то есть отбирали, то есть кто как себя проявляет, в каких ситуациях себя, как себя ведет, да, то есть это такой достаточно длительный процесс. Просто некоторые ребята рано или поздно, но все они раскрываются, то есть нужно всем давать шанс, это обязательно, то есть неважно, все ошибаются, то есть не нужно ставить там никакой крест на ребенке, то есть вообще все ошибаются, то есть нужно иметь терпение, и ребенок обязательно раскроется и получит удовольствие от игры, то есть это самое на самом деле важное, чтобы ребенок получал удовольствие, но удовольствие мы получаем только когда мы забиваем голы и побеждаем. То есть надо дать возможность ребенку, да? Да, конечно. Артем, ты фанат хоккея. Ты знаешь всех великих игроков. Кто для тебя самый-самый лучший? Может, вратарь, кому ты хочешь быть? Какая похож? лучшая для тебя команда? За чьими успехами ты следишь? Или времени вообще у ребят не остается смотреть телевизор и матчи? Нет, мне кажется, много, да? смотрят? Остается Последние какие матчи ты смотрел? Какая твоя команда самая любимая? сборная России. Вот, естественно, мы патриоты. Ну, вообще, вы, кажется, не сказали, что Артем стал лучшим вратарем. Да. Да, Кстати это говоря, так. Артем, поздравляю. Он помимо того, что в одном из матчей стал, то есть лучшим игроком, то есть он помог команде достаточно сильно, потому что, опять же, мы играли с хозяевами турнира, мы проигрывали 1-2 за минуту до конца матча. Затем мы сравняли счет и за 15 секунд до конца матча вышли вперед. Ну, то есть это такой камбэк, это просто... Мурашки по коже, я представила, что там творилось. Там вот планшетка у меня есть, на которой я объясняю задание, она там по всей скамейке летала просто там, ну, от эмоций. Вот. А второй кубок он получил как лучший вратарь турнира в общем вообще. И также там был еще конкурс лучший снайпер и лучший вратарь. То есть с каждой команды отбирался вратарь и лучший игрок. И то есть они каждый били буллиты и смотрели, кто больше забьет. И кто больше отобьет, да? Да, и кто больше забьет. Вот Артем не пропустил ни одной шайбы, ему в подарок подарили гироскутер. Артем, ты крутой, ну и очень скромный. Да. Расскажите вот про поездку, да, вот именно что не только про сам матч, а, скажем так, условия проживания, как там было? Да, как дети размещаются, как быт устроен. На самом деле в Старом Осколе очень все продумано, потому что под одной крышей находится и ледовая арена, и футбольная арена, тренажерный зал, игровой зал, батутный центр, гостиница, вообще все. Комплекс такой, да? Да, то есть там и кафе, и столовая, все есть. То есть мы практически везде передвигались в шортиках, в тапочках, то есть это
Ну, локации когда очень... в бытовых условиях легко, наверное, легче и настроиться, да? Да, конечно, то есть нету, допустим, переезда до игры, то есть мы обычно в других городах садимся в автобус, едем час. Много времени Да, теряем. едем час до игры, там настрой, потом обратно, то есть это за все уходит. Здесь все гораздо быстрее, все идеально. удобно, то есть через дорогу был большой торговый центр с кинотеатром, с большими магазинами, там, с продуктами. Ну, то есть Ну а кто помог всё вам доступно. отправиться в эту поездку? Кто профинансировал? Нас профинансировал Айсен Сергеевич Николаев, нам помог, то есть он отменил корпоратив, ну, как сказать, банкет для чиновников, да. Он помимо нас еще ребятам помог выехать еще там одаренным, вот. Также у нас Артем у нас проспонсировал Анатолий Андреевич Коржигасов, вот. Это И вот большое наше... спасибо. Большое да. спасибо, К сожалению, Денис, время Артем. закончилось. Поздравляем вас и поздравляем вашу команду с победой. Спасибо. Спасибо.